Это захватывающее зрелище. Покоритель и разбиватель женских сердец. У вас тусовка была, да, получается? Тусовка? Нужно немного вжиться в роль, чтобы их уничтожать. Если говорить на нашем сленге, то кайф. А Джон наш бы. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, уважаемые зрители канала Пари Матч. С вами ваш любимый, теперь уже культурный блог Пари Лайв. С вами Умит Абдулаев и Бузург. Многие из вас зададутся вопросом, почему же блог Пари Лайв моментально стал культурным. Все очень просто, друзья. Дело в том, что прямо сейчас мы находимся в центре города Душанбе, в театре оперы и балета. И сегодня мы с вами будем лицезреть замечательную пьесу, постановку Адольфа Адена, которая была написана в 1840 году и впервые представлена зрителям в 1841 году. Естественно, постановка в исполнении наших отечественных балерин и балеронов. Как всегда, зайдем, покажем, пообщаемся. Что ж, уважаемый мой зритель, вот мы и находимся внутри одного из самых культурных мест нашего города, нашей страны, театр оперы и балета. И буквально через некоторое время уже начнется знаменитая постановка «Жизель». И сразу забегая наперед, я вам скажу, что «Жизель» достаточно драматическая постановка, в которой описана тяжелая судьба обманутой девушки. Но поверьте мне, это захватывающее зрелище. Мы начинаем.
Рядом со мной, друзья, исполнитель роли Ганса, того самого человека, который пытался предупредить Жизель о том, что Альберт ее обманывает, грубо говоря. Как тебя зовут? Манучер. Манучер, скажи мне, пожалуйста, что ты испытываешь, играя роль того самого человека, который пытается все-таки предупредить ее? Испытываю, конечно, боль от того, что отвернулась от меня. Ну, Ты ее любил? конечно, сильно. Больно, наверное. Очень. А что ты испытываешь, потеряв ее? Очень сильную боль, потерю. Любимую, наверное. Что бы ты сделал, чтобы вернуть ее? Что бы я сделал? Именно я или Ганс? Мы сейчас не о тебе. Ладно. Давай, как ты думаешь вообще, что бы мог сделать еще Ганс, помимо того, что он рассказал, чтобы все-таки как-то уберечь Жизель? Вот по твоему мнению, что можно было бы сделать? Так, по моему мнению, наверное, раньше надо было сказать. Она уже молодая там, неопытная, поэтому сразу влюбилась. Уже поздно предупредить. Ганс же много раз ей говорил, объяснил, показал. Но уже все поздно. Любовь такая штука. Как ты думаешь, любовь зла? Нет, не всегда. Не всегда, только в этом случае. Хорошо, скажи мне, как ты считаешь, справедливо ли, что твой персонаж погибает именно от духа Жизель, которая стала Фелисой? Как думаешь, справедливо ли это для такого персонажа, как твой? Я думаю, нет. Он хотел ее предупредить, но несправедливо. И опять же таки виновата кто? Жизель. Любовь. Любовь виновата. Любовь одна, во всем виновата, как поется в нетленке советской. Что ж, мы желаем тебе удачи во втором акте. Спасибо. Ты молодец, ты играешь очень круто. Я реально прям поверил, что ты хочешь ее спасти.
Уважаемые зрители блога Пари Лайф, рядом со мной стоит исполнитель главного антагониста и главного героя постановки «Жизель» Мухаммад. Салам алейкум. Салам алейкум. Как дела, брат? Все хорошо. После первого акта каково тебе? Ужасно тяжело, но дай бог, чтобы второй акт еще лучше прошел. У тебя есть силы? Потому что я читал либретто, я знаю, что во втором акте тебя Жизель, точнее ее дух, который стал Виллисом, да, закружит да. в танце. Есть у тебя силы? Ну, под конец тяжело, но никогда не сдавался, поэтому думаю, все нормально будет. И на этот Супер. раз. А каково тебе играть, да, роль антагониста именно, вот плохого персонажа? Ведь это из-за него Жизель погибла. Ну, на протяжении 12 лет я танцую эту партию. И с первого года моего творческой деятельности в нашем театре именно этот спектакль я первый раз вышел. Поэтому он самый любимый, не знаю почему. И я остался. Потому что в жизни Мухаммад тоже покоритель и разбиватель женских сердец. Ладно, мы желаем тебе терпения во втором акте, потому что там тебе очень много придется танцевать, Мухаммад. Мы не задерживаем тебя, отпускаем готовиться. Это, друзья, если что, главный герой Жизель. Благодарим руководство театра оперы и балета, потому что нам позволили вступить на сцену. Так сказать, нога моя еще не ступала на сцену оперы и балета, но, слава богу, и большая благодарность. Друзья, вот обратите внимание, что тут сейчас синяя подсветка. Очень скоро начнется второй акт, и я вам скажу, что во втором акте присутствует сцена, когда дух Жизель превращается в Лису и восстает, так сказать, из мертвых, дабы заманивать прохожих и кружить их в смертельном танце. Вот именно для этого на сцене синяя подсветка, для того, чтобы передать эту атмосферу потустороннего мира. И вот обратите внимание, это надгробие Жизель. Несмотря на то, что у нас спортивный блок, да, сегодня культурный, как вы заметили. И, честно говоря, мне вот... Знаете, вот есть такое чувство патриотизма. Да, круто. У нас тоже развивается опера, у нас тоже развивается театр. И я очень прошу всех вас, кто это смотрит, ребят, не жалейте своего времени для того, чтобы питать свой мозг полезной информацией, красивыми танцами и просто становиться культурнее. Друзья, рядом со мной замечательная девушка, которая исполняет одну из главных ролей второго акта, да, повелительницу Велис, Мирка, да? Мирта. Мирта? Мирта. Отлично. А эту девушку зовут Асель. Как настроение? Ну так, не очень. Ну, естественно, ты же повелительница загробного мира. Да. Расскажи немножко о своем персонаже. Но она такая грозная, ненавидит мужчин, поэтому нужно немного вжиться в роль, чтобы их уничтожать. Мне что-то страшно стало, Бузурка. А ты сама ненавидишь мужчин? Ну, ты же не феминистка. Нет, Значит, любишь мужчин. не знаю. Так ты знаешь или нет? После этого спектакля нужно задуматься об этом. Да уж, однако. Слушай, вот в двух словах, как ты думаешь, могла ли Жизель выжить в этой драме? Или все-таки самоубийство было единственным выходом? Ну, я думаю, что могла бы, если бы с ней так не поступили. То есть ты считаешь, все-таки Альберт засранец? Как ни странно, опять любовь. Опять любовь. Виновата. Че, не будем больше любить? Будем. Любите и будьте любимыми. И приходите на Жизель в загробную жизнь Мирты и Велис. Асель, год, как твоя фамилия?
Милобекова. Асель Гот Милобекова. К вашим услугам. Приходите в загробный мир. Друзья, рядом со мной наш друг Канамы, который танцевал в первом акте. Канамы, здравствуй. Здравствуйте. Скажи мне, пожалуйста, кого ты исполнял, роль кого? Сельская ПДД. Как звали твоего персонажа или кем он являлся для Жизели или Альберта? Друг подруга, Жизеля. Да. Я понял. У вас тусовка была, да, получается? Тусовка? Ну, вы там все как вместе объяснить? танцевали. Нормально. Нормально. Скажи, Сложно. ну, получается, что вы там все вместе собрались на какую-то, скажем, вечеринку Жизель, да, чтобы Да, ее да, да. почествовать. Супер. Скажи мне, ты давно в балете? Да, уже. Год прошел здесь, работал. Я в Новосибирске учился 2 года. И сюда приехал. А где лучше, в Новосибирске или тут? Сложно. А ты думал, у нас все просто? Это Пари Лайф, мой друг. Оба люблю. Оба люблю. А кого любишь больше, Новосибирск или Душанбе? Мы тебя сейчас загасим, говори быстрее. Ладно, тогда такой вопрос. За какую футбольную команду ты болеешь в чемпионате мира 2022 года? Футбол? Вообще футбол смотришь? Да, чуть-чуть. Японии. За японцев. Кстати, японцы выступили классно. Да. Канама, мы тебе желаем успехов в Таджикистане, чтобы ты улучшал свои навыки и также радовал зрителей, потому что сегодня тебе аплодировали и кричали «Браво!». Ты молодец. Спасибо большое. Это блог Пари Лайф, друзья. Культурный выпуск. Нозанин Юльчиева рядом со мной, друзья. Мой давний братюля. Именно она познакомила меня с миром балета. Привет. Да, привет. Как настроение? Отлично, особенно после того, как я узнала, что у МИД, прежде чем приходить на балет, теперь читает либретто. Все делайте так, пожалуйста, чтобы понимать, что происходит на сцене. Кстати, да, перед тем, как прийти на постановку, обязательно ознакомьтесь с либретто, прочитайте его, чтобы было очень интересно. Ты сегодня играешь духа, верно? Да, я сегодня помощница главного отрицательного героя данного акта, это Мирта. Мы 2 ее помощницы, вот я и Аяри, это Зюльма и... Вторую как-то звали, не помню. Я Зюльма. Ты Зюльма? Самое главное, она помнит, как ее зовут. Вот, поэтому всем советую обязательно посетить этот спектакль. Очень красивая, драматичная история. С приятным концом, я бы сказала. Да, с приятным концом. Но Занин Юльчиева советует, а значит стоит.
А Фарангис, привет. Привет. Фарангис, ну как ощущения? Если говорить на нашем сленге, то кайф. А Джон наш меч в доску, я тут хожу. Здравствуйте, дорогие зрители. Фарангис, скажи, а что нужно сделать, да? Ты же прима. Что нужно сделать, чтобы такие спектакли больше людей посещало? Как ты думаешь? Ну, в первую очередь вести походы на такие мероприятия, на спектакли, да, в театры, именно в школах. Чтобы у них была культурная программа, которая будет разработана заранее, да, на весь год. Мы также учились, ходили в театр юного зрителя, драматические театры, молодежные и в театр оперы и балета. Это, в принципе, было единственное наше развлечение, да, в училище. Я думаю, если призывать с детства, со школ, да, в университетах, везде отправлять пригласительные, чтобы педагоги призывали их к этому, то, в принципе, мы быстро их приобщим. В принципе, быстро, да? Слушай, вот тогда такой тебе вопрос, у тебя такая вот роль сегодня была главная, да, Жизель, которая потом, кстати, стала злым духом, озлобленным, я бы даже сказал, не злым, а Она озлобленным. просто оберегала своего любимого. Она все-таки боролась, да, за него, даже вот будучи уже умершей. Да, несмотря ни на какие предательства. И всему виной что? Любовь. Любовь. Друзья, смотрите спектакли, а это замечательная прима нашего балета. Посещайте балет, друзья, становитесь культурными. Что ж, уважаемый мой зритель канала Пари-матч, с вами был Умит Абдулаев и Бузург. Это был культурный блог Пари Лайв. Сегодня мы с вами окунулись в настоящую, друзья, культуру. Понимаете, культуру спектакля, театра, балета. Посмотрели замечательную постановку «Жизель» и остались более чем впечатлены. И, честно говоря, хочется сказать, что, друзья, сегодня мы лицезрели такую картину. В зале было очень много иностранцев. Это говорит о том, что таджикский балет является действительно уровневым балетом. Поэтому я призываю абсолютно всех наших соотечественников. Ребят, посещайте такие постановки. Становитесь ближе к культуре. Это так интересно, это так завораживающе, и это так круто, что у меня есть такие безбашенные друзья. Пари Лайф, Умит Абдулаев, Бузург, специально для Пари-матч. Пари, пари.